Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності, внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська. Та якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки, навіть далі, ніж виклик посла на консультації. С нами сейчас на прямой связи эксперт Украинского института будущего Илья Куса. Давайте его поприветствуем. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Складывается такое впечатление, что Лукашенко и Кремль, используют эту тему белорусских протестов против Украины. А вам как представляется? Ну да, конечно, использует. Ну, в принципе, он сейчас пускает в ход совершенно разные, любые методы, которые позволяют ему либо повысить свою легитимность, либо там остаться при власти так или иначе. То есть, в принципе, здесь ничего как бы нового нет. Он и раньше играл на этих темах, просто сейчас с удвоенной силой в связи с тем, что его легитимность находится под вопросом. Если Российская Федерация поглощает Беларусь, причем не военным там путем, а полностью политически, экономически и так далее, чем это грозит для нашей страны? Ну, если это произойдет, потому что мы, я бы так прям радикально еще не выражался, но если это произойдет, нам это грозит тем, что у нас будет очередная проблемная граница, это 4 области, которые непонятно каким образом мы будем держать, я не уверен, что у нас есть на это силы. Плюс это потенциальное еще одно государство, то есть огромная территория, на которой возможно развертывание военно-политической инфраструктуры России. Тоже очень мало здесь чего приятного, тем более, что этот фланг, опять же, под вопросом, учитывая, что у нас каких-то разговоров серьезных, я не помню лично о том, сможем ли мы, например, действовать на нескольких направлениях сразу. То есть у нас уже есть проблема на Востоке, Крым, тут еще может произойти не очень приятные истории с Беларусью. Плюс, конечно, усиление Российской Федерации в политическом плане в Беларуси может быть не очень приятным просто по той простой причине, что мы будем окружены. По сути, то есть здесь речь идет о геополитическом окружении. И это очень-очень серьезно и очень рискованно, учитывая ограниченные ресурсы, которые есть у государства. А какова вероятность поглощения России полностью Беларуси? Как вам видится сейчас ситуация? Удастся ли сохраниться Лукашенко на посту президента Беларуси? Что будет? Я на сегодняшний день считаю такой сценарий маловероятным, именно полное поглощение. Я не вижу пока что предпосылок, которые бы говорили о том, что Россия подтянет это. Конечно, у них есть такие планы, это их план максимум, это их идеал, который они видят, но я бы не сказал, что это 100% уже так будет. Лукашенко сам этому противился, и я не знаю, кто будет после него. И если придут люди, которые будут продолжать его политику, я не уверен, что это произойдет в рамках союзного ли государства или чего-то другого. Единственное, что я вижу, реально то, что с высокой долей вероятности произойдет, это усиление России в Беларуси. То есть усиление в плане реализация тех проектов, которые при Лукашенко были невозможны. То есть это, например, строительство новых военных баз, расширение военно-политической инфраструктуры, заход на объекты стратегического значения в энергетике и в экономике, или, например, скупка каких-то военных предприятий. То есть то, что Лукашенко не позволял делать, пока был сильным, уверенным в себе, легитимным президентом, потому что для него было крайне... Он же, кроме того, что защищал национально-демократическую оппозицию, защищал и пророссийскую. Это нужно очень хорошо помнить. И нынешние протесты, нынешняя протестная волна, и этот кризис, который начался в Беларуси, это же не только... здесь же очень активную роль сыграла Россия. Мы тоже должны это помнить.